Всем привет, с вами я, Артур Рамазанов. Атайсал – малая родина, место силы, духа. Наша передача о людях с большим сердцем, которые безвозмездно от всей души помогают своей малой родине процветать и расти. Наш сегодняшний герой не только успешный предприниматель, но и щедрый меценат. Ралиф Сайфудинов, родом из села Буздяк, Буздякского района, предан родной земле. Ну что же, давайте знакомиться с нашим героем. У каждого большого или малого города, села и деревни есть свои черты, которые служат предметом гордости. Как думаете, что является гордостью села Буздяк? Правильно, это всем известный буздякский соус. Но также буздякцы гордятся своими земляками, видными деятелями науки, культуры, искусства. Особую гордость вызывает аллея памяти героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы, участников Великой Отечественной войны. Еще одна изюминка села Буздяк – это машина ЗИС, исторический раритет, который стоит при выезде из села. Друзья, мы сейчас находимся в святая святых Ралифа Эльвировича, его теплице, где круглогодично выращивают самые вкусные огурцы. Здравствуйте. Здравствуйте, Артур. Как у вас дела? Хорошо, у вас как? У нас отлично, хорошо. Смотрю, у вас очень много коробок с огурцами. Что вы с ними делаете? Да, сегодня планируем 3 коробки отдать в психоневрологический интернат и 3 коробки в Центральную районную больницу. Получается, вы помогаете бесплатно, денег не берете? Нет, не берем, бесплатно. Давайте я вам чем-нибудь тоже помогу. Могу отнести коробки? Давайте, конечно. Вам нравится делать добро людям? Что вы ощущаете? Конечно, нравится. Ощущаешь, что, знаете, когда ты можешь помочь людям, обществу, населению, малой родине. То есть это внутри такое состояние, вот иногда один едешь, вот и плакать хочется, я могу поплакать. Плачь от того, что ты приносишь пользу и оставляешь за собой какой-то след, показываешь пример другим людям. И поэтому такое неописуемое чувствуешь. Доброта должна идти от сердца. Вот смотрю на Ралифа Эльвировича и не могу понять, откуда в нем столько человечности, любви. Говорят, не бывает героев в обычной жизни. Это неправда. Герои они среди нас, они живут рядом с нами. Для меня Ралиф Сайфудинов – герой нашего времени. Айрат Шаймулевич, Ралиф Эльвирович постоянно помогает вашей больнице? Мы с вами все пережили очень тяжелые годы ковидные, 20-е, 21-е годы. И Ралиф Эльвирович нам очень много помог в то время, когда очень тяжело было и с кадрами, и с материалом, и с диагностическим оборудованием. Они по собственной инициативе нам помогли с пульсоксиметрами. Целые партии нам предоставили, тонометры предоставляли. Периодически он и продуктами своей теплицы, кажется, нам помогает. Вот на таких людях держится именно, наверное, наше общество, наше государство. Желание людям помогать – это, наверное, самое большое качество, неоценимое для любого человека. Искренность, трудолюбие, выносливость, желание всем и всегда помогать. За эти качества любят и уважают Ралифа Сайфудинова в родном районе и селе. Для меня очень важно, чтобы наши дети следили за своим здоровьем и занимались спортом, так как здоровые дети – это будущее нашей страны, говорит он. Ого, сколько кубков. Наверняка здесь чемпионы занимаются. Да, действительно, Артур, это гордость нашего района. Здесь все олимпиадники, призеры республиканских соревнований. Для меня очень важно, что наша молодежь Буздякского района стремительно развивается в развитии спорта. Знакомый стук мячей. Баскетболисты здесь? Да, это молодая команда нашего Буздякского района по баскетболу. Пойдемте посмотрим. Давайте.
стадион, ну, большой зал. Тут только девочки, что ли, занимаются? Да, у нас только девушки занимаются, это юные наши спортсменки нашего района, которые являются двукратными чемпионами республики. И о них даже сам министр спорта Хабибов Руслан Тагирович хорошо отзывается. Поэтому мы их поддерживаем и приобрели вот такую форму с именным брендом Баракат Агро. Привет, девчонки. Меня зовут Артур. А вас? Меня зовут Аделя. Меня зовут Амира. Круто. Какие у вас красивые формы. Нам ее подарил Ралиф Эльмирович даже с нашими фамилиями. Классно. Почему вы именно баскетбол выбрали? Ну, мы сначала ходили на танцы, но нам не понравилось, и мы выбрали баскетбол. Да, в душе баскетбол. А вы сами давно занимаетесь баскетболом? Мы занимаемся 4 года с 3 класса. А у вас есть внутри команды соперничество? Нет, наша команда очень дружная. Возьмете свою дружную команду? На одну игру Да. С чего начался ваш путь как фермера? Все началось от моего отца. Мой отец с 1994 года занимался возделыванием сельхозхозяйственных культур. В 2004 году он начал строить теплицы, закрытый грунт. Это были старые теплицы. И когда отец приостановил свой бизнес, в этот момент я учился в институте права Башгу. И когда уже понял то, что не могу вершить судьбами людей, то есть я с последнего курса сам добровольно ушел. И начал думать, искать возможности, варианты, построить именно круглогодичный тепличный комплекс, который будет оснащен всеми последними технологиями, именно по системе гидропоники, это искусственное освещение, это автоматический капельный полив, автоматическое управление микроклиматом. И в 2020 году вот этот старт мне помог Министерство сельского хозяйства. За это огромная благодарность министерству. И благодаря ихнему толчку я пошел дальше развиваться и расширил комплекс, полностью оснастил его всеми оборудованием. Мы сейчас идем в школу, где учился сам Ралиф Эльвирович, а он еще занимался с детства разными видами спорта и был круглым отличником. Ралиф Эльвирович, вы поддерживаете связь со школой? Помогаете им? Конечно, поддерживаю во всех мероприятиях и занимаюсь военно-патриотическим воспитанием молодежи, стараюсь приукрасить свою школу. Поэтому для меня это родная школа, и мне хочется здесь оставить свой след для людей. Кстати, вот директор школы Марат Римович. Добрый день, Ралиф Ильич. Давайте пройдем в школу, увидим первого нашего учителя, встретимся с ней. Кстати, я вот насчет спорта ты сказал. Я, да, очень люблю спорт, и мой любимый спорт – это баскетбол. Добро пожаловать в нашу школу. Давайте пройдем на второй этаж. У нас в школе спорт очень развит, и у нас дети любят спорт, и они занимаются такими видами, как футбол, волейбол, баскетбол, лапта. Ребята, Круто. посмотрите, у нас сколько достижений наших детей, наших ребят. Очень много. Посмотрел в окно, светит солнце. Здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо. Здороваемся, ребят. Здравствуйте. Это мой ученик Сайфуддинов Ралиф Эльвирович. Знакомьтесь. Как у вас дела, ребята? Как учеба? Хорошо. Молодцы, хорошо учитесь. Немножко пообщаюсь с вашим Конечно, учителем. пообщайтесь, только много уж не спрашивайте. Хорошо. Вот мы, мальчики, народ немножко шебутной. А каким был в детстве Ралиф Эльвирович? Не хулиганил?
Ну, Ралиф Эльвирович пришел ко мне в первый класс в 2001 году. Он показал во время учебы себя, конечно, старательным, примерным учеником. Ну, бывали, конечно, такие случаи, но не во вред. А Ралиф Эльвирович всегда был таким отзывчивым? Да, как я себя помню, всегда он помогал своим одноклассникам, выручал. Бывает же такое, что кто-то линейку забыл, кто-то ручку, он тут же бежал помочь. У кого-то что-то не получалось на технологии, он тоже помогал. Всегда он относился с открытой душой ко всем. Вот даже сейчас уже, смотря на Ралифа, я слежу за ним в соцсетях, столько, оказывается, добрых дел делает мой ученик. Это моя гордость. Для школы он помог приобрести саженцы молодых сосен. Вскопали, посадили, какую красоту навели на территории нашей школы. Все его дела – добрые дела. Во благо нашего района, во благо нашего села, даже, можно сказать, республики. Он помогает матерям, участников СВО. Также он собирает гуманитарную помощь. Он обещал выпускнику, который наберет самое большое количество баллов по ЕГЭ, подарит ноутбук. Вы, конечно, меня засмущали, Светлана Альфатовна. Ну, Ралиф Эльвирович, все, что говорю, открыто, честно, с любовью я отношусь ко всем своим ученикам. А твои добрые дела, я думаю, должны знать все люди. Спасибо большое, очень приятно. Продолжай также держать. Вот в этой школе учился Ралиф Сайфутдинов. Скажу вам по секрету, в школьные годы он мечтал стать прокурором, но стал меценатом. Сегодняшний наш герой – обычный житель самого простого, обычного села. Ралиф Эльвирович всегда ставит себе большие и четкие задачи. Он все делает молча, не на публику, без громких слов, не афишируя. Мне нравится, как он рассуждает, легко и креативно. Побольше бы таких классных людей, и тогда мир станет добрее и лучше. Где родился, там и пригодился. Этой мудрости придерживается Ралиф Сайфутдинов. Ралиф Эльвирович, если бы не было проекта Атайсал, вы бы стали помогать людям? Артур, конечно, мы и до этого помогали людям, без проекта Атайсал. Но создали проект Атайсал, люди еще больше начали помогать, потому что люди видят друг друга, зная то, что, например, я помог, а другой предприниматель, посмотрев на меня, тоже хочет помочь. То есть благодаря этому проекту наша республика, наша малая родина, она будет еще больше развиваться. То есть благодаря именно таким проектам. А как стать успешным, как вы? Артур, знаете, я живу по 3 принципам, таким, знаете, особо известным, все, наверное, знают. Первый принцип – это никогда не сдавайся. То есть, как бы тебе тяжело не было, не надо сдаваться. Надо стремиться идти вперед. Второй принцип для меня – это, знаете, есть фильм «Брат 2», где он говорит «Сила в правде». То есть, самое главное – быть справедливым по отношению к людям, по отношению к своему населению. И, знаете, Всевышний же видит, и Всевышний любит справедливых, поэтому надо быть справедливым. И для меня третий принцип – это обязательно сделай добро, оно обязательно вернется. Вот. То есть мы должны помогать, развивать, и тогда мы станем единым целым, таким крепким народом, который никто не сломает, и наша республика, наша малая родина, страна будет еще больше процветать, потому что мы должны делать большое напутствие нашей молодежи также, чтобы молодежь брала от нас пример. Ралиф у меня он самый лучший друг, надежный, верный, честный друг. А как любые мальчики, мы с ним хулиганили иногда, убегали от родителей, сдавали бутылки, чтобы купить сок, что-нибудь там вкусненькое. Вместе за кукурузами ездили, за семечками. Вы дружите с ним с детства. Вы всегда поддерживаете его? Да, конечно. Во-первых, он старше меня, то есть я его знаю очень давно, и его слова, что он скажет, я тоже прислушиваюсь к этому, и человек все-таки понимает то, о чем говорит, то, что делает. Поэтому, конечно же, да.
Какие качества в нем цените больше всего? Самые лучшие, самые высокие, потому что сейчас в это время надо поддерживать друг друга. У меня были тоже проблемы, он мне помог. Как вы относитесь к тому, что он всем помогает? Я думаю, это тоже очень хорошо, тем более в наше время, сейчас, что происходит в стране, таких людей очень мало, и на вес золота. Поэтому, конечно же, то, что человек помогает людям, это тоже очень хорошее качество, очень хорошее. В здоровом теле здоровый дух, крепкий рух. Свободного времени у Ралифа Эльвировича почти нет, но он старается уделять время спорту. После насыщенного рабочего дня занятий на тренажерах, со штангами, общение с близкими друзьями помогают полностью отключиться от бешеного ритма жизни. Ралиф Эльвирович, вы помните свое первое доброе дело? Да, Артур, конечно, помню. На то время мне было лет 14-15, когда в одной из деревень живет мужчина пожилой. То есть у него и дома газа нету, света нету, то есть он в очень сложных условиях живет. И когда я узнал об этом мужчине, то есть я подрабатывал, откладывал деньги и помогал своим родителям посредством, еще откладывал деньги и покупал ему продукты питания домой, потому что у него и кушать еды не было. С какими трудностями вы столкнулись? Для меня самое такое сложное испытание в моей жизни, наверное, было, когда в декабре 22 года у меня обрушилась теплица, куда я вложил 160 миллионов, то есть огромные деньги, и теплица обрушилась, и для меня это очень сложно было. Но единственное, меня что держало, это то, что я религиозный парень. И религия учит нас быть сдержанными и понимать то, что за каждой трудностью наступает облегчение. Поэтому для меня это самое трудное испытание, но Аллах берса, пройдем мы это все. Ралиф Эльвирович, всем ли нужно помогать? Знаете, такой вот, надо помогать, когда ты помогаешь, надо думать, как помогать, то есть правильно, неправильно. Например, мы сейчас с вами даже сидим, мы сыты, обутые, а кто-то дома сидит, то есть у него дома хлеба нету кушать. Поэтому мы сначала должны закрывать такие потребности людей, и потом стараться уже делать уже дальше добрые дела. Все, выбираем к себе команду, ребят. Артур. Вот я модели. Так. Гүзел. Какое воспитание дали вам родители? В основном меня воспитывал мой отец, он был строгим. Знаете, как он нас воспитывал? Например, стояла куча кирпичей во дворе, то есть она никому не мешает. Отец говорил: так, ребят, давай улан, говорит, возьми, и вот сюда, говорит, переставь его. Неделя проходит, отсюда возьми, сюда переставь. То есть он постоянно нас воспитывал таким, чтобы мы были постоянно занятыми. Благодаря такому воспитанию ты умеешь преодолевать трудности, и ты в этом мире не теряешься, то есть закаленным уже вырастаешь. Вот. Как вы пришли к религии? 10-11 класс, когда моя мама заболела серьезной болезнью, это был опухоль головного мозга. И врачи, когда диагностировали, сказали то, что хирургическим путем это нереально удалить. Знаете, вот когда ты молодой, еще учишься в школе, у тебя там ждет тебя экзамены, то есть ЕГЭ сдать. Ты домой приходишь, у тебя нет настроения, то хочется плакать и не знаешь, куда обратиться. Я вот лежал ночами и просил у Всевышнего. Я знал, что есть Всевышний, и просил у него, чтобы моя мама исцелилась. Знаете, вот Всевышний услышал мои молитвы. Спустя полгода, то есть врачи сами были в шоке, что это невозможно. Без ничего, без операции, то есть это нереально было. И я начал изучать религию посредством вот такого испытания. И когда уже осознал это все, стал на истинный путь, начал читать намаз. А у вас есть прям
самая яркая мечта? Моя яркая мечта — это одна из, наверное, то, что связано с моей семьей, во-первых, чтобы мои родители долго жили и не нуждались ни в чем. Мы для этого и стараемся. Вторая мечта для меня связана с обществом. То есть хочу создать благотворительный фонд «Баракат Агро» по республике. Знаете, вот еще моя мечта, это тоже связано с моей работой, это построить самый большой тепличный комплекс в Приволжском округе. Нам для жизни многого не надо, то есть определенный достаток есть. Остальные деньги мы что должны делать? Остальные деньги мы должны тратить на благое, то есть помогать обществу, нуждающимся в своей малой родине, республике. После вашего рассказа захотелось с вашей мамой познакомиться. Конечно, познакомимся. Давайте, может, попьем чай? К нам гости. Это моя мама Ралия. Знакомьтесь. Привет, мама. Нормальная А Ралиф Агай в детстве каким был? Он слишком добрый был, наверное. Вот один случай расскажу, да. Когда он маленький был, все время на рыбалку ходил, рыбу хотел ловить. Рыбу поймает, а домой привезет. Потом домой привезет, а банку положим, смотрим, потом ему жалко становится. Половина 12 или 12, он начинает плакать, мы обратно в пруд и отвезли его. Он всегда вот такой добрый. Ну, какой-то такой родился, наверное, да. Вы гордитесь своим сыном? Конечно, горжусь. Он у нас молодец, добрые дела делает для Буздяка, для республики. Я очень рада, что воспитала таких сыновей. Я очень рада. Каждому человеку под силу совершать добрые дела. Ралиф Эльверович благодарит судьбу за возможность быть полезным малой родине. Одно зернышко дает взамен целый колосок. Хочется оставить после себя что-то весомое и полезное всем, говорит предприниматель. Ралиф Эльверович, это ваше место силы, где вы берете энергию? Это деревня Кискайлга. Здесь жили бабушка с дедушкой. Это родители моих родителей. Я здесь рос в этой деревне. Детство мое тоже здесь прошло. Для меня это такое вот родное место. Я вот сейчас даже сижу, вспоминаю как моменты, как в этих краях мы с отцом рыбачили. То есть там ходили в это поле за кукурузой, там за подсолнечником. То есть в этом поле вот у нас как раз стадо пасли. Я всегда выходил летом бабушки с дедушкой стадо пас. А кого вы хотели бы поблагодарить за поддержку? Первым делом я как религиозный парень хочу поблагодарить Всевышнего за то, что он мне открыл все эти пути. Благодарен своим родителям за то, что они меня воспитали таким. Дали такой вот стержень в жизнь. И в-третьих, хотелось бы поблагодарить главу нашей республики и его команду Ради Фарича Хабирова. Они вот действительно мотивируют нас, дают поддержку, опору. А чем я могу помочь своей малой родине? Ты должен рассчитать свои силы. Если это не финансово, то ты должен элементарно можешь помочь соседям в чем-то. Ну, или посадить деревья, например. Ну, можно посадить там цветы, там приукрасить свою деревню, там малую родину. Уважение к своим соседям, уважение к своим землякам, то есть это тоже является таким человеческим фактором, наверное, и такая тоже поддержка она. Да, в деревне хорошо, классно, свежий воздух. А что для вас значит Атайсал? Артур Атайсал для меня это, во-первых, малая родина. Без малой родины, наверное, нету будущего человека. И я радуюсь, что жил и живу в этом своем селе и помогаю там людям. Для меня это очень важно, поэтому
Если бы не было этой малой родины, куда бы я вносил свой вклад и свои благие деяния. Поэтому для меня это очень важно. Атайсал от слова атай – отец. Отец, отечество, отчизна. У каждого человека есть своя малая родина. Это как корни у дерева. Не зря же говорят, что человек силен корнями. Нельзя обрывать нити, которые связывают тебя с малой родиной. Ралиф Сайфутдинов – удивительный человек с большим сердцем. Об этом говорят его добрые поступки. А я, Артур Рамазанов, с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.